Конфликт в элитах. За что арестовали руководство клиники Ибн Сино? Зачем Россия строит школы в Кыргызстане? Тысячи в неволе. Мирзиёев помиловал 286 заключенных. Сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры Таджикистана задержали вечером 31 августа известного таджикского писателя и начальника отдела кадров международной клиники Ибн Сино Абдукадира Рустама. Ранее, 7 августа, был задержан основатель и владелец таджикско-иранской клиники Ибн Сино Абдхалил Халикзада, который обвиняется в разжигании социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной, конфессиональной вражды или розни, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Такое обвинение выдвинуто в связи с вышедшей в марте этого года книгой воспоминаний Абдухалила Халикзада «Хаводиси Рузгориман». Абдукадир Рустам являлся редактором этой книги, и во время презентации он сидел рядом с Халикзада. В книге автор критикует представителей отдельных регионов Таджикистана и выражает обеспокоенность состоянием делового климата в стране. Хамчун журналист тасаввур мекунам ки барои навиштани ин китоб барои муаллиф ду чиз лозим буд. Фикр мекунам ҳам ҷасорат ва ҳам дипломат будан. Ҷасорат барои ибрози фикри хеш ва дипломат будан барои донистани ҳадди то чӣ ҳад чизро гуфтан мумкин аст. Примечательно, что Халикзада имел дружеские отношения с председателем Государственного комитета национальной безопасности ГКНБ Таджикистана Саидмумином Ятимовым и главой МВД страны Рамазоном Арахимзадой. Напомним, что 30 августа в газете «Джумхурият» была опубликована критическая статья литературоведа и посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббора Рахмонзады о книге «Хаводиси Рузгориман. События моей жизни». Автор статьи отмечает, что Абдухалил Халикзада, рассказывая истории со слов своих друзей, занимается очернением силовых структур Таджикистана. В своей книге Халикзада неоднократно ссылается на то, что те или иные истории рассказали его друзья Рамазон Арахимзада и Саидмумин Ятимов. Абдуджаббор Рахмонзада обвиняет автора книги и в оскорблении генпрокурора Таджикистана. Халикзада в своей книге пишет, что житель Пинджикента дал крупную взятку генпрокурору для прекращения уголовного дела. Здесь автор прямо оскорбляет генпрокурора и дискредитирует его в глазах общественности, пишет дипломат. Проживающий в эмиграции таджикский поэт Исфандиёри Назар также не исключает, что предприниматель и писатель Абдухалил Халикзада стал жертвой борьбы против Ятимова и Рахимзады. Таджикский журналист Зафар Суфи считает инициатором ареста генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона. По всей видимости, Юсуф Рахмон, став сватом президента, задумал отодвинуть на второй план других приближенных к главе государства лиц. Видно, что он очень осмелел, поскольку открыто заявляет, что он лично дал указание, чтобы взяли под арест Абдухалила Халикзаду. Нельзя допустить, чтобы предприниматель и писатель стал жертвой противостояния между высокопоставленными чиновниками. Да, в книге могут быть какие-то ошибочные оценки, но нельзя отправлять человека за решетку за его мысли и высказывания, говорит он. барзиди манфиати мардуми Тоҷикистон кор мебарад, фаъолият мебарад, мо онҳоро ошкор мекунем, ҳатман ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ мекашем. В начале учебного года в Кыргызстане во время видеовстречи президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству первых 3 школ в стране. Они будут построены в Бишкеке, Баткене и Караколе. В своем выступлении президент Садыр Жапаров сообщил, что обучение в новых школах будет проводиться на русском языке. Президент России Владимир Путин в свою очередь заверил, что строящиеся школы будут соответствовать мировым стандартам. Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным в онлайн-режиме дадим старт строительству 3 из 9 запланированных школ в городе Бишкек, Баткен и Каракол.
Президент РФ также добавил, что преподавать в школах будут российские специалисты, а также кыргызские преподаватели, прошедшие специальную подготовку в вузах России. Путин заявил, что разноплановые образовательные проекты во многом стали возможны благодаря поддержке и личному участию Садыра Жапарова, который много делает для сохранения позиции русского языка в Кыргызстане. Он отметил, что это уникальное состояние говорит о том, что в Кыргызстане придают очень большое значение развитию отношений с Россией. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник. Также сообщается, что директоров новых школ будет назначать российская сторона после согласования с Министерством образования и науки Кыргызстана. Кыргызские гражданские активисты выразили обеспокоенность происходящим. Гражданский активист Айбек Тенисбаев считает, что эти российские нововведения будут распространяться и на остальные школы в Кыргызстане, которые могут стать для Кремля орудием пропаганды. По какой программе будут обучаться в школах после того, как их здесь построят? Властям Кыргызстана следует уточнить этот момент. Россия приняла новые стандарты. В учебники по истории включено вторжение в Украину. На страницах этих учебников Россия откровенно ведет пропаганду своих взглядов школьникам. А теперь представьте, что после строительства этих 9 школ тысячам школьников в Кыргызстане будут промывать мозги этими пропагандистскими учебниками, соответствующими стандартам России и Путина. Это нужно взять под контроль. Это большая угроза для Кыргызстана. Посмотрите на Кыргызско-Российский славянский университет, построенный Россией. Там обучение ведется на русском языке. Студентам прививается определенная идеология, и есть вероятность того, что после окончания вуза выпускники будут служить не Кыргызстану, а России, говорит активист. Я помню, как Садыр Нургажевич во время нашей с ним встречи в феврале 2021 года сказал мне о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии. Напомним, что в феврале 2020 года Совет Федерации России одобрил строительство 5 школ в Таджикистане, а в 2021 году Министерство просвещения России выделило 75 миллионов на проект «Класс» по повышению уровня владения русским языком в Узбекистане. Проект предусматривает открытие школ, где преподавание будет на русском языке и по российским стандартам. Хотел бы от имени правительства Таджикистана, а также от своего имени поблагодарить правительство Российской Федерации и лично вас, уважаемый Владимир Владимирович, за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременной сдачи и эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений. В связи с 32-й годовщиной независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 286 осужденных. Из числа помилованных 109 полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 116 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно. Наказание 25 лицам заменено более мягким. Кроме того, 36 осужденным сокращены сроки наказания в виде лишения свободы. Среди помилованных 39 женщин, 22 мужчины старше 60 лет, 30 граждан иностранных государств, 3 человека, участвовавших в деятельности запрещенных организаций. Стоит отметить, что с момента прихода к власти Шавкат Мирзиёев объявил о реформе, в том числе и в судебной системе страны. Он не раз публично критиковал методы силовых структур по борьбе с инакомыслием во времена Каримова и даже освободил тысячи заключенных, обвиняемых в участии в различных религиозных и политических организациях. Но несмотря на это, в Узбекистане продолжаются преследования по религиозным и политическим мотивам. В отчете Комиссии США по международной религиозной свободе USCIRF от 13 октября 2021 года о религиозных и политических заключенных в Узбекистане говорится, что несмотря на освобождение тысяч заключенных с конца 2016 года, когда в стране сменился президент, более 2000 человек остаются в заключении по расплывчатым и чрезмерно широко интерпретируемым обвинениям, таким как попытка свержения конституционного строя, хранение запрещенной литературы или членство в запрещенных группировках. Отчет был подготовлен на основе данных правительства, бесед с чиновниками, лицами, недавно освобожденными из тюрем, правозащитниками и родственниками нынешних заключенных, а также судебных документов.
Это больше, чем все религиозные заключенные во всех бывших советских республиках вместе взятых, и один из самых больших показателей в мире, говорится в отчете. В Узбекистане, как только вы заканчиваете свой срок, вам могут, если вы политический узник, вам могут как бы добавить дополнительный срок. В докладе отмечается, что тысячи узников совести в Узбекистане лишены свободы уже более 20 лет, что является одним из самых длительных в мире приговоров за религиозные убеждения. Нередко в тюрьму по обвинениям, связанным с религией, попадают несколько членов семьи из разных поколений, пишут авторы отчета. Огромное количество религиозных заключенных было осуждено только по обвинениям в членстве в запрещенных религиозных группах, без доказательств о причастности к насилию, сообщает USCIRF. Те политические узники, которых бросил в тюрьмы предыдущий президент Каримов, они выходят по мере того, как заканчивается срок. Но они не выходят как бы по такой, как сказать, на основе того, что их вина была не доказана, или правительство, или государство просит их как бы извинений у них. То есть новая власть играет свою игру.